Мы перешли допрос подсудимого? Да, мы перешли к допросу. Тогда рассказывай все полностью, как есть, изначально. Все. Ага, хорошо. Вот, Ремон, зайди туда, там микрофон хороший. Хорошо. Это оставь нам. Расскажи изначально, как ты задумал книгу, все как есть. Все хорошо. Когда это было? Ваша честь и присутствующие. Значит, я являюсь ученым. Я закончил Грозненский нефтяной институт. Я написал кандидатскую диссертацию. Защитил его в Москве. Я являюсь членом-корреспондентом Российской академии естественных наук. Но я не историк-профессионал. Я исследователь. Я системный аналитик. До определенного времени я не занимался историей многострадального чеченского народа, хотя с самого детства у нас возникали вопросы. Еще будучи в школе, в связи с 23 февраля, с днем выселения, у меня возникали вопросы. Почему? За что? Помню, нам учительница объясняла, что вот советская власть уникально заботится о чеченском народе, вот даже выдает суды, кредиты на строительство жилья. Вот. И у меня мысль, если я сейчас ограблю вот того человека, и потом пожалею, дам ему 3 копейки на трамвай, это будет благородно, это будет заботой. Вот это детские мысли, Ваша честь. В связи с прошедшими античеченскими войнами у каждого из нас возникали вопросы. Почему? За что? Как? Нам и в голову не могло такое прийти. В отличие от российского населения, которое слушает только тот бред, который им СМИ несут через телевизор и газеты, мы это воочию видели. Растерзанные тела своих детей, братьев, родителей, женщин. Мы видели тот беспредел, чудовищный беспредел, который творила на этой территории российская армия, которую вот буквально на днях на конференции Рамазан Абдулатипов назвал террористической. Он так сказал. Террористы разрушили этот город, вот теперь его восстановили. Кто разрушил город, мы с вами знаем. Вот оттуда к нам каждые 50 лет приходит терроризм, геноцид и так далее. Эти вопросы у каждого порядочного чеченца, они все время стоят. Ответов не было. У меня тоже они возникали. Ответов не было. Но я понимал, что не мог один Джохар Дудаев начать войну. Мало того, что мы видели, как он пытался предотвратить эту войну. Мы видели, как все это развязывалось. Было понятно, что есть некие силы, которым эта война нужна. Даже тогдашний премьер-министр или председатель Совета Министров, Рыжков, по-моему, так прямо и сказал: нам нужна Чечня без чеченцев. Вот Чечню без чеченцев они получили в 1944 году. Но волю Аллаха в 1957 нас вернули, наших родителей. И мы не должны сегодня забывать о том, что до 70% нашего населения уничтожили. И вот где-то в 2009 году ко мне в руки попала одна книга, которая заставила меня бросить свой бизнес и заняться исследованием истории своего народа. Появился движущий фактор
побудительный мотив. Эта книга натолкнула меня на мысль, откуда это исходит. Я начал переквалифицироваться исследователя истории. За несколько лет я перелопатил тысячи источников разных авторов, еврейских, английских, российских, советских. Работы ученых, видных корифеев в своей области. Вот, и в результате этих исследований у меня прояснилась картина. Нам с детства, вот в школе, в институте, в средствах массовой информации, нам говорили две вещи. Первое, что чеченцы – это дикая нация еще 3 века назад. И только 3-4 века назад они начали принимать ислам. Они были язычниками. Есть ряд работ, в кавычках, российских авторов, где они утверждают, что вот 300 лет назад чеченцы спустились с гор. До того они были настолько диким народом, что откусывали носы своим неверным женам. Что брат, сидя на пирушке, мог, значит, своему другу обещать замуж свою сестру, и после этого он должен был, значит, либо ее отдать, либо он всю жизнь был бы опозорен. Далее, они там же утверждается, что вот чеченцы спустились с гор и были настолько слабыми, беззащитными, что отдавались под покровительство кабардинских, кумыкских князей, которые защищали их и так далее. Но, с другой стороны, была информация несколько иная. Нам говорили, и говорят наши официальные ученые, Муса Багаев, Мунчаев, многие, что чеченцы – это самый древний этнос на Кавказе. Что чеченцы все время жили здесь, на Кавказе. И вот возникал вопрос, как же это так? Чеченцы являются автохтонами Кавказа, а в исторических источниках нигде они не упоминаются. Есть кабардинцы, есть аварцы, есть лезгины, есть кумыки, есть все. Нету чеченцев. И вот ищут наши ученые вот те или иные этнонимы. Вот под этими этнонимами чеченцев надо понимать, под этими надо понимать и так далее. Вот возник вопрос, где был на протяжении 1000 лет самый древний народ Кавказа? Его нет в исторических источниках. Я изучал, я знаю. Нету. Это заставляло работать. Если проследить нашу историю, вот есть книга Ахмеда Келиматова «Чечня в когтях дьявола». Вот начинается она с того момента, что он летел из Грозного в Москву, и рядом с ним оказался академик. Вот этот академик сказал, если бы чеченцы знали свою историю, они осуществляли бы противодействие тому колоссальному истреблению, которое происходит в отношении них. И вот этот Келиматов перечисляет даты. 1700 такой-то, 1800 такой-то, 1900 такой-то, 1994, 1999 и так далее. И он задается вопросом, где наша история? Наша история – это то, что запрещено знать. Наша история – это то, за что нас уничтожают.
Почему? Как? Он поставил вопрос, он не дал ответ. И таких выражений, таких моментов было много. Вот есть у меня друг, жена которого, значит, историк, сейчас готовится к защите докторской. Она была в Москве на конференции, где выступал Анатолий Клесов. Это ведущий специалист по ДНК генеалогии. И сидели в зале представители разных кавказских народов. Всем интересно знать, кто они, их историю, согласно исследованиям вот этой ДНК генеалогии. Там даются очень точные ответы. Вот. И осетины, кабардинка, другие, третьи. Вот. И он вот так вот скептически смотрел на них, там какие-то ответы давал. И, говорит, задала вопрос вот эта жена моего друга. А что вы скажете о чеченцах? Ответ Клесова. Вы потомки патриархов. Ну и далее я помню, когда были маленькие, нам родители говорили, мы потомки Турпал-Али, праведного Али. Вот эти, много вот подобного рода информации. Был другой случай, он в Ростове, в Академии МВД, друзья мои, учились. И вот как-то один армянин, профессор, читал лекцию по истории. Вот. И он посмотрел, значит, там в зал, значит, кто здесь чеченцы. Вот, ребята поднялись, он говорит, вот ваша, говорит, история, говорит, если бы вы знали свою историю, у вас выдающаяся история. У меня в книгах написанных, еще не изданных, много таких фактов приведено. И вот этот вопрос, он стоит сегодня у каждого чеченца. Кто мы, откуда мы? Где наша история у самого древнего народа, где она, эта история? Наша Академия наук никогда не углублялась на глубину более 2 веков. 200 лет. Изучите все их материалы. Вы нигде ничего далее не найдете. Еще в свое время Абузар Айдамиров писал, что он сам не посмел заглянуть дальше этих 2 веков. Были люди, которые пытались заглянуть дальше. Один из них — Кати Чекаев, профессор, известный ученый. Еще в советские времена он написал книгу «Наш язык, наша история». Эта книга была изъята из магазина и уничтожена. Сам Кати Чекаев подвергся преследованию Комитета государственной безопасности. И лет где-то 7 назад мне довелось в День чеченского языка в библиотеке Грозного присутствовать вот на встрече с молодежью, где участвовал и этот Кати Чекаев. Мы с ним не были лично знакомы, и сейчас, в принципе, вот, кроме того контакта, больше не было у нас контакта. После моего выступления он посмотрел на меня и сказал: ты где работаешь? Я говорю: я не работаю, у меня частный бизнес. А, теперь, говорит, я понимаю, почему ты так смело говоришь. Вот. Сегодня, к великой моей, по крайней мере, радости, его сын Хусейн Чекаев вот ведет исследования по направлению ДНК генеалогии. Есть у нас группа 40 единомышленников, которые ведет работу в этом направлении. Мы сегодня уже сотни людей протестировали на ДНК, и мы уже в подтверждение тех материалов, мыслей, которые есть в моей книге, мы имеем подтверждение через ДНК-генеалогию. Вот. Ну вот так. Вот таким образом, значит, из-за
вот эти вопросы вот я стал заниматься вот этой темой. Затем на каком-то этапе я так или тоже поводом послужил материал «Апокриф от Исава». Это исследовательская работа, написанная ведущим аналитиком Федеральной службы безопасности. И вот в этой книге он тоже пишет вещи, за которые, фактически, за которые я сегодня стою здесь, на этом процессе. Меня судят не за экстремизм, не за высказывание там против неизвестно кого. Меня судят за то, что я выложил основу истории нашего народа, которую скрывают от нас на протяжении последних 4 веков. Поэтому меня пытались сначала объявить психически больным, брали в психиатрическую больницу и так далее. Вот из-за этой книги, а там в книге написано, что Александр II имел проект переноса Авраамического центра единобожия из Палестины в Чечню. Там он пишет, согласно вот этого его проекта, чеченцы должны были занять место избранного народа. Это было удивительно, это было странно. Богоизбранные евреи, а тут человек пишет. Причем не чеченец пишет, А царь? Пишет ведущий аналитик ФСБ, ссылаясь на материалы, Царя. на которых он получил материалы царя, который ему позволил переписать Александр Мень незадолго до своего убийства. И вот эту книгу он выпустил. Далее начинаю копать дальше. Я нахожу журнал «Народы России» за 1859 год, где опять же русский автор пишет: чеченцы считают себя богоизбранным народом. Но для чего избраны, объяснить не могут. Копаю дальше. Натыкаюсь на речь Шамиля в ауле Эрсиной. Он призывает чеченцев: чеченцы, вы свечи ислама. Вы стали причиной восстановления ислама после его упадка. Опять же, это та же избранность. Есть воспоминания генерала Альшевского, где он пишет: чеченцам, особенно старшего поколения, крайне не нравится, когда их называют чеченцами. Мы нохче, Божий народ, говорили мне старики, когда я вынужден был на процессе разговора называть их чеченцами. Ну вот на основе вот этих причин, вот эти материалы стали причиной того, что я познакомился с выступавшим здесь свидетелем Надирсоты Эрсункаева. И вот он мне говорит: ты знаешь, вот эту задачу ты очень близко подобрался, это было несколько лет назад, ты очень близко подобрался, вот эту задачу выяснить причину, почему нас уничтожают каждые 50 лет, мне, как директору Института стратегического исследования, который был рядом с Ахматом Хаджи Кадыровым, он поставил эту задачу мне. Мы над этим работаем. И вот в процессе вот этих своих исследований это прибавило мне даже дополнительный стимул. Все-таки Ахмат Хаджи Кадыров. Это фактически это завещание Ахмата Хаджи Кадырова. Найти причину, по которой наш народ уже на протяжении 4 веков систематически уничтожается до минимума. Я провел работу, Ваша честь, которую обязаны были провести аналитические службы главы республики. В результате этих своих исследований я определил вектор угроз, которым подвергается наш народ в последнее время тоже. Если мы обозреем, значит, хотя бы несколько последних лет, мы увидим, что вдруг каким-то чудесным образом чеченские террористы обнаруживаются в Америке. Потом оказывается, значит, что чеченские террористы создали ИГИЛ. Вот были мы в Иране, читали нам лекции по противодействию экстремизму.
И уже когда в последней беседе, вот нам, вот эти иранцы, это были преподаватели Института усовершенствования богословов при Международном университете шиитского мира, центре шиитского мира в городе Кум. Они нам говорят, даже вот когда мы шли по Тегерану, по городу Кум и так далее, вот люди смотрят, чеченцы, идиш, это простые люди. То есть вот эта рекламная кампания идет по всему миру, что все зло от чеченцев, что это чеченцы там и так далее. И нам вот эти богословы в Иране говорят, вот это, знаете, зачем мы вас пригласили? Дело говорит, в том, что вот этот ИГИЛ, это говорит, очень опасное движение. Вы, говорит, его создали, и только вы это можете остановить. Понимаете? Вы это создали, и только вы в силах это остановить. Далее, буквально, не надо ходить далеко, несколько дней назад, значит, с Филиппин, по-моему, была глава на встрече с Путиным, он не успел вернуться домой, по телевидению, значит, дает сообщение, что совершен теракт в Филиппинах, там участвовали чеченцы. То ли Индонезия, то ли Филиппины, сейчас я не помню. Филиппины. Откуда там чеченцы? Было, значит, вопрос по чеченцам рассматривался даже в Конгрессе США. Именно в этом плане. Они говорят, что сегодня чеченцы разобщены, и мы должны поддерживать вот такую ситуацию, потому что они очень брутальные воины, и если у них не будет причин для раздора между собой, тогда нам придется их опасаться. Понимаете? Вот я в своих книгах выяснил, показал, кто за всем этим стоит. Где наше спасение? Что нам нужно сделать для того, чтобы нас в очередной раз не бросили в этот огонь войны? Там все это расписано. Там со ссылками на источники. Более 500 источников, исследований других авторов использовано вот в этих 5 книгах. Есть еще 5 написанных, где число источников 2000. Ничего голословно от себя мною не сказано. Эти книги фактически набор связанных мною между собой цитат других авторов. Я подготовил, значит, несколько видеороликов, которые мы просмотрим, когда будем рассматривать вещественные доказательства, которые подтверждают все то, что я здесь говорю, и показывают, почему это делается, кем это делается. Надыр Сот Эльснукаев, выступая здесь, сказал, что он использует материалы из этих книг, когда читает лекцию молодежи. Если бы наше руководство изучило содержание этих книг и взяло бы на вооружение для ведения образовательной, разъяснительной работы среди вашей молодежи, я уверяю вас, ни один человек отсюда не поехал бы в Сирию. Вот я там пишу, кто это делает и зачем это делает. И вот те люди, которые преследуют меня за вот эти книги, эти люди как раз помогают тем силам, которые не хотят мира и спокойствия на нашей земле. Сами того не понимая. Вот я писал, одна из мыслей этих книг в том, что есть планы по переселению евреев на нашу землю. И там я доказываю, что именно такова была цель, расчистка территорий, когда нас и ряд кавказских народов выселили, депортировали во время Великой Отечественной войны. Но это
задачи не были внутренними, когда это не исходило от Кремля. Кремль просто заставили нас депортировать, но Сталин не дал возможности создать государство, в 1948 году государство Израиль на территории Кавказа, а способствовал тому, чтобы его создали в Палестине. В процессе последней войны одна главная цель была та же самая главная цель. Причины, вернее, поводы были другими. Но за этими войнами стояли те же самые силы. И вот я привожу, значит, факт. Говорю, в Грозном строится синагога. Пришли евреи, на 10 тысяч мест планируют строить синагогу. Великолепно. Имеют они право, даже Коран запрещает препятствовать, строить синагогу. Любая религия, представитель любой религии вправе строить свой храм. Но вопрос в чем? На тот момент на территории Чечни нашли 2 евреев. И оба из них отказались пройти на церемонию закладки этой синагоги. Вопрос. Зачем строится синагога на 10 тысяч мест на территории, где нет евреев? Значит, до главы республики эту информацию донесли в искаженном виде, как будто я обвиняю его в том, что он позволил построить синагогу. Нет, он правильно сделал. Нельзя было препятствовать. Правильно сделал, что разрешил построить синагогу. Правильно сделал. Но мы-то должны понимать, зачем это делается. Теми, кто планирует. У Рамзана Кадырова свои, значит, очень ясные, четкие и благородные цели. Он борется с тем негативным имиджем, который был искусственно создан в отношении нас средствами массовой информации. И вот ему, который занимается этой благородной задачей, преподнесли искаженную информацию обо мне, тоже по своему направлению, занимающимся вот этой деятельностью. Значит, в свое время мы еще приведу ряд оценок представителей других народов в отношении моих книг. Так вот, проводя свои исследования, я ясно и четко увидел место нашего народа в древней истории мира. Я нашел нас в той истории, где нас не упоминают. И все стало на свои места. Самый древний народ Кавказа, это не мое утверждение, это известные академические ученые пишут. Самый древний народ Кавказа не мог не оставить следы на планете. Вот я нашел эти следы. Все оказалось очень просто, но вместе с тем невероятно. Даже некоторые из моих друзей сегодня пока еще у них не укладывается это в голову. А просто это таким образом. Значит, те люди, которых в исторических источниках называют древними евреями, древними иудеями, это наши с вами предки уважаемые. Сегодня ученые, историки Израиля доказали 2 вещи. Первое. Профессор Тель-Авивского университета Шломо Зант, мы будем смотреть, значит, его разговор, выпустил 2 книги. Кто и как, кто и когда изобрел еврейский народ. Вторая книга его. Кто и как изобрел страну Израиля. Так вот, суть его в том, он прямо говорит, что евреи как народ, именно как еврейский народ, изобретены, созданы в 19 веке. Он дословно говорит, сионистам понадобился народ, и они его создали. Я привел в своей книге вот это выражение, вот его доводы. Это мне говорят, ты обижаешь евреев. Но это еврей говорит. Он работает в Тель-Авивском университете.
Я при чем? Далее, их археологи сделали, это лет еще несколько назад, лет 10 наверное, назад, сенсационное заявление, что на всей территории исторической Палестины нету никаких следов библейских народов. Что библейская история – это миф. Значит, это написано в официальных израильских газетах. Причем и других. Так вот, исследуя все это, я говорю, что истинная святая земля находилась в свое время не там, в Палестине. Что истинная святая земля – это Кавказ. И слово Иерусалим, оно на современный Иерусалим получил его тоже в 19 веке это название. На самом деле это арабская деревушка Аль-Удс. Это наши богословы пишут об этом. Всем известно. Вот я долго искал этот Иерусалим, потому что есть Новый Иерусалим в Подмосковье, Иерусалим там. А где же он, подлинный Иерусалим? И вот что оказалось, уважаемые. Иерусалим – это название главного Кавказского хребта. Это чеченское название главного Кавказского хребта. Юрье с Лам. Гора утреннего света. Гора восхода. Под названиями гора рассвета главный Кавказский хребет фигурирует в шумерских текстах. Вот уже после того, как были написаны эти книги, и помимо этих книг еще столько же, но уже более объемных 5 книг, дальнейшие исследования уже мне показались, у меня уже появилось, я научился распознавать, правда, научился расшифровывать, скажем так. И вот когда я сегодня читаю шумерский текст, вот то, что я изложу в этих книгах, оно там черным по белому написано. Вот это мое преступление в том, что я увидел то, что это написано. Так вот, уважаемые, вспомним рассказы о дне депортации. После того, как последний вагон с нашими с вами отцами, бабушками, дедушками покинул республику, по всей республике специальные команды собрали все материальные носители исторической информации, так называемые наши текторы. Все то, что имело арабскую вязь, все это сложили на бывшей площади Ленина и сожгли. Очевидцы утверждают, что пламя было видно с города Орджоникидзе. Вопрос. Идет война. Страшная война. 1944 год. Какой был смысл, когда враг уже был за пределами страны, шло наступление советской армии, воинские части, материальные средства необходимы были на фронте. Какой был смысл отвлекать сотни тысяч военных, технику, эшелоны от военного действия и депортировать народ, на территорию которого враг даже не вступил. Официально мы с вами знаем, официально озвучимая версия, это сотрудничество с немецкими оккупантами. Сотрудничали, все сотрудничали, кроме нас. Есть у меня отдельно, и в этой книге приведены сведения документальные. Казаки даже свое государство объявили под немецкой эгидой. Кроме нас, все сотрудничали. Были генералы, были всех национальностей. Значит, Руслан Хасбулат, он это еще хорошо сказал, когда его уже допекли вопросом, за что Сталин депортировал чеченцев и ингушей, он ответил: за то, что в составе миллионной армии, которая сдала власть
было 2 чеченца и 1 ингуш. Вот этот бред исторический, который нам пичкают в головы денно и ношно, и мы это воспринимаем, это нормально, нас к этому приучили. Мы не думаем, мы не хотим связывать факты, мы не хотим анализировать, нам так удобно. Я осмелился вот это проанализировать и изложить. Вот вопрос второй возникает. Хорошо, нас-то депортировали, но чем провинились наши тякторы? Скажите, чем провинились надгробные памятники, чурты, которые массово, значит, снимали с кладбищ, и мы находили их фундаментов зданий, Дорог. бордюрах дорог, строительство мостов используем и так далее. Так вот я отвечаю, чем они провинились. Они действительно провинились. На них содержалась информация, которая указывала нам на наше происхождение. Вот почему нас всего этого лишили. И вот что вот это лишенное я восстанавливаю. И чтобы препятствовать этому, чтобы не допустить возрождения нашей генной памяти, сегодня обвинения, суды, следователи задействованы для того, чтобы расправиться с Резваном Федоровым. Вот это моя вина реальная. Так вот, проводя свои исследования, вот каждый раз, когда я делал новое для себя открытие, для меня оно, естественно, было открытием и для других, я до последнего, пока не получал неопровержимые доказательства, я воздерживался от публикации. И каждый раз, когда я получал тиражи вот этих книг и листы, у меня беспокойство было одно, как бы ФСБ не перехватило их по дороге. Потому что я общался по телефону, разговор прослушиваюсь. Мало того, вот на протяжении этих нескольких лет ФСБ устроила мне 2 серьезные провокации, на которые, слава Богу, Аллах показал мне, как уйти от этого. Вот. И вот при всем том, что последний уже год с лишним я нахожусь вот в состоянии вот этого преследования, я каждый день благодарю Аллаха за то, что Он создал эту ситуацию. Потому что иным способом я бы не смог донести до всего мира то, что я изложил. Сегодня, значит, слава Аллаху, эти книги десятками тысяч раз скачаны в интернете, практически разошелся, разошлись изданные тиражи. И самое главное, люди начали понимать, люди начали осознавать. Сегодня можно меня посадить, можно меня расстрелять, уничтожить, это ничего уже не изменит. Процесс вышел на автопилот. Процесс важен для нашего народа, чтобы нас снова не бросили в войну. Вот когда мы осознаем, кто мы такие есть, вот тогда каждому из наших молодых людей будет стыдно делать недозволенное. Стыдно будет красть, брать взятки, драться, хамить и так далее, и так далее, и так далее. Вот для того, чтобы наши люди осознали, кто они есть, я писал это. Что касается враждебного отношения, значит, враждебного высказывания в адрес других народов. Да нет, мысли такой нет и не было. Не интересуют меня вот в рамках этих книг никакие народы как таковые. Я занимаюсь поиском истории своего народа. Я восстанавливаю на глубину до пророка Ноха, а это 40 тысяч лет, в отличие от общепринятого мнения, историю от нашего народа. Только и всего.
Ну, евреи, ну какое мне дело до евреев? Вот до евреев есть у меня, значит, очень хорошие знакомые среди евреев. Мы в институте мы вместе работали. В Израиле сегодня есть, мы переписываем, мы поддерживаем отношения. Нету никаких заданий. Приезжал оттуда, один из них подарил я ему книги, прочел он их, удивился, и мне дал еще дополнительную информацию для усиления своей тематики и так далее. В мыслях не было и нет. Значит, вот в результате этих исследований я выяснил, какова миссия нашего народа на этой земле. Так вот, эта миссия, она не предусматривает, не допускает даже малейшего, даже в мыслях ущемления какого-либо иного народа. Я не говорю нация, потому что понятие нация, оно современное практически, ему не более 200 лет. Не делились народы на нации. Были племена, были народы, но ни нации, ни государств еще 200-300 лет назад не было. Совершенно другая история. Реальная история, она до 16 века, она совершенно другая. И вот начиная с 16 века по всему миру изымаются подлинные носители исторической информации. Они уничтожаются. И начиная со времен Петра I, Екатерины Великой, вот эта история вся переписывается, создается новая, сказочная. Это не я утверждаю. Это в десятках своих книг доказательства изложили академик Носовский, его соратник, не помню уже фамилию. И много сегодня таких. Фоменко Носовский, да. Фоменко Носовский. Кроме него есть немецкие исследователи, есть другие, третьи, десятые. Я ссылаюсь на них и так далее. Вот, Ваша честь, то, чем я занимался, и мотивы, почему я этим занимался. Я беспокоюсь за свой народ. Я вот в отличие от многих сегодня вижу, как в том или другом регионе планеты инициируют действия, направленные против нас. Сегодня официальные вот эти политики, даже наши, которые болеют, они этого не видят. Вот. И я предлагаю меры защиты. Я в своих книгах пишу и объясняю людям, мы не имеем права ни на кого идти с войной. Мы не имеем права никого убивать. Мы не имеем ни о ком права плохо думать. Не позволяет нам этого наша религия. Не позволяет этого наша миссия от Аллаха на этой земле. Да. Ничего более. Вот это суть. И по большому счету, вот мне безразлично абсолютно, какое будет принято в конце концов, какой будет приговор к этому. Потому что в любом случае, значит, я своей цели добился. Вот каждый из нас имеет на этой земле свое предназначение от Всевышнего. У кого-то это может быть там старушку через дорогу перевести. У кого-то может быть, ну, скажем, как наш глава республики, уничтожить, выгнать с этой территории вот основное зло, чем он занимается. Ну а вот у меня миссия довести до нас нашу подлинную историю. Вот я считаю, что я с ней справился. И сегодня, благодаря вот этому ажиотажу, значит, эти книги получили распространение. Буквально позавчера по Фейсбуку выходит на связь армянин. Возьми меня в друзья, я твой помощник. С Украины, с Москвы, 3-й, 10-й. Есть у меня друг, который занимается аналогичной работой в Мурманске, русский парень. Есть другой, который тоже подобной работой занимается в Краснодаре. Тут у нас в этом плане интернационал. Понимаете? Вот, ну что еще? Давайте Вопрос можно, вопросы Ваша свои. честь? Скажите, Я готов сутками можно вот здесь сидя, Ваша отвечать. честь, не смазывать? Что? Можно сидя, не смазывать? Ислам трудно слушать. Да, очень трудно.
Резван, скажи, пожалуйста, вот вся суть обвинения вот в вашей книге состоит, что вы, извиняюсь за выражение, наехали на евреев. Вот вы разложили все красиво, да. Я понимаю, с ваших книг вы закотал один андуэник. А да, вот, чолится, историю шоу-то. Котал один, да, дует, это себя по-отвечанному. Замечание, у нас За что? ведется процесс науки. Ну хорошо тогда. Вот скажите, пожалуйста, вот каких аспектов, с какой вот, что вы несли вот мысленно про евреев, вот дайте выразительную суду. Хорошо. Мысль про евреев такая. Я, ваша честь, прекрасно осознавал, еще когда писал эти книги, что дело дойдет до сегодняшнего. Потому что я знал историю Гузара Дамирова, я знал историю Хати Чекаева, я знал историю Руслана Караева, я знал, как был похищен, значит, и убит Абузар Сумбулатов. Я знал, как был убит значит, начальник архивов Далхан Хажаев и так далее. То, что они вынесли на обозрение, не составляет и части 1% того, что сделал я. И я прекрасно осознавал. Поэтому вот, возможные угрозы в свою сторону. Поэтому в каждой из своих книг я четко изложил свое отношение к евреям, иудеям. Значит, кто такие евреи? Евреи – это такой же народ, как и все остальные. Вот, причем вот в каждом народе, каждый народ представлен потомками людей, потомки одних и тех же лиц. Вот, скажем, вот, в общем всего найдено где-то 20 первопредков человечества. Вот, и в каждом народе в той или иной пропорции присутствуют потомки вот каждого этого первопредка. Сегодня среди тех же евреев есть энный процент потомков чеченцев. Но они забыли о своем происхождении, они забыли язык, они забыли обычаи, они утратили историю, они стали евреями. Точно так же среди каждого народа есть потомки наши. Нету ни одного народа, на который бы мы могли сказать, вот, что он такой плохой, нехороший, непорядочный и так далее. Вот принято напропалую во всех летах ругать евреев. Значит, не только, но сами евреи, сами еврейские ученые сегодня утверждают, что все зло в мире от евреев. Вот я приготовил ролик, мы его будем смотреть. Да? Понимаете? Я говорю, нет. Нет. Я говорю, евреев используют. Это народ, который по утверждению Шломо Занжа, сионисты, в 1897 году в Базеле, в швейцарском городе, прошел первый конгресс сионистов, на котором была разработана программа завладения миром. И вот в рамках этой программы им понадобился народ, который бы они использовали, значит, в своих интересах, сами прячась за ними. Еще загодя ими готовилось, вот эти люди готовились, ими вот, их называли иудеями. Вот сама вот эта иудейская религия, всего лишь иудаизм, он не имеет никакого отношения к кораническому. Вот тут хотя бы вот такая разница. По Корану есть такой аят, говорит, а иудеи говорили, что Узайр сын Аллаха. Значит, христиане говорят, что Иса сын Аллаха, а иудеи тогдашние, они говорили, что Узайр сын Аллаха. То есть они признавали сына Бога. Но у современных-то этого нет. Более того, есть вот такие толстые два исследования, я изучал еврейский автор, называется «Иудаизм». И они пишут, что классический иудаизм сформировался к 18 веку нашей эры. То есть это современная, практически очень молодая религия. И вот этих иудеев, эти иудеи, потомки арабских бедуинов, переселившихся в Европу, вот их 2-3 сотни лет гоняли по всей Европе, вот привили им вот эту новую религию, и на их основе создали народ еврейский. Да? Вот, более того, теперь нужно найти, если есть народ, у него должна быть история. Если у него есть история, он должен упоминаться в древних текстах. А у древних текстов очень часто упоминалось слово «жид». Но жидов
изгоняли там из Испании, с 3-го, 10-го, очень большой перечень. И им привели так, вот жиды это предки евреев. Это официальная позиция целого ряда еврейских ученых, в том числе Александр Солженицын. Он написал книгу «200 лет вместе». И вот они пишут, что раз там где-то сказал жид, значит это был еврей. А кто такие жиды по словарю? Это социальная прослойка с мерзкими качествами. Я доказываю в своей книге, что слово «жид» нельзя относить на всех евреев. Что когда люди говорят, что евреев изгоняли из Испании, нет, говорю, не евреев изгоняли из Испании, изгоняли жидов. А кто такие жиды? Это представители того же народа, которые захватили власть и угнетали свое население. Что мы имеем в современной нашей истории? Вот это. И я написал, что сегодня, значит, этих жюкти жидов, а у слова жюкти, вот я исследуя, пришел к выводу, что изначально это слово жюкти означало жид. И вот у нас часто говорят, есть, даже нам утверждают, что вот вы с евреями родственники, потому что вот еще в 30-х годах там, ГПУ там кто-то говорил, что 70% чеченцев это евреи. На самом деле там... 13 колено. Нет, на самом деле там не евреи говорили жюкти. И говорю, вот мы сегодня говорим, вот такой-то из такого типа, он по происхождению жюкти. Да не по происхождению он жюкти. Просто в свое время, вот у одного отца может быть два сына, один нормальный, второй жюкти. То есть жид. Это неправедное поведение. Вот чем определяется. И поэтому у меня вот название книги «Еврейский народ не тот, за кого себя выдает». Я говорю, да не жиды вы нормальные люди. Глава в этой книге: «Не всяк еврей, кто жид или иудей». Я очищаю евреев в этих книгах. Я говорю, и эти сегодняшние евреи, это не те иудеи, которых проклял Аллах. Те иудеи была секта отступников от религии Мусы. Религия Мусы тот же ислам. Вот как сегодня у нас, скажем, секты разные. Салафиты, 3, 10, 5 и так далее. То есть это, я показываю, вот вся суть вот этих книг. Я показываю, что сегодняшние евреи не имеют отношения к древним иудеям и к жидам. Что это нормальные люди. Да не они убивали Христа. Нельзя их считать христоубийцами. Нельзя сегодня говорить, евреи прокляты Богом, вот как Адам Шахидов сказал в присутствии нескольких тысяч человек, да будут прокляты эти евреи. Да при чем тут евреи? Это отдельные люди, которые манипулируют евреями. Вот кого надо привлекать, ваша честь. Еще Вот такое у меня отношение. Скажите, пожалуйста, вот ваша книга, вот, в ваших книгах, которые я не читал, точнее будет. Это вот есть особенность момента, связанного со мной, вот этого преследования, что лица, участвуя в моем преследовании, не читали моих книг. Вот так и есть. Я просто хочу сказать, я общался с теми вот хорошими вот деятелями, ну, которые хорошие вот филологи, суть твоих книг. Я спрашивал вопросы. Они мне говорят, что действительно, он, как вы сейчас сказали, различает каждую прослойку евреев. Вот вы что начали вот от того, что вот я тебе простой вопрос задал. Просто разделяя власть, и систему ты вот дал, он дал хорошую расстановку в том плане. Как писать протокол секретарю, если вы переходите на другой язык? Ничего не считаю. Я на русском скажу. Скажите, пожалуйста, вот Рокфеллер, Морган, Шмуш, вот эта прослойка еврейская, называемая, так, вот как вот вы их там много упоминаете, вот дайте, пожалуйста, вот такую вот раскладку. Ни Морганы, ни Ротшильды, они не являются евреями. Они являются олигархами, они являются людьми, сконцентрировавшими в своих руках огромные финансовые ресурсы. Вот. Но вот эти самые Ротшильды, так, Ротшильд уважается в Израиле как создатель государства Израиль.
Когда я наткнулся в интернете на генетические данные от семейства Ротшильдов. Вот, и эти генетики исследовали и установили, что у нас с ними общие корни. Код, да? Да, и что на удалении 1500 лет мы пересекаемся с ними. Чеченцами. Не со всеми чеченцами, а чеченцы тоже есть из разных родов. То есть одного рода. Скажем так, вот сегодня у меня J2, А4Б там и так далее. И у Ротшильдов обнаружилось вот это J2 там с какими-то изменениями. То есть в свое время они были научены. Вот что говорит о евреях как генетически. Генетически евреев не существует. Потому что это искусственно созданная формация, искусственно объявленный народ в XIX веке. Понимаете? В его составе есть разные потомки людей разных родов. Это сборный конгломерат. Впрочем, как и все другие народы. Возьми сегодня нас, у нас тоже есть много ассимилирующих с нами людей, которые сегодня позиционируют себя чеченцами, но имеют корни аварские, русские, там, татарские и так далее, и так далее. Вот здесь очень нельзя вот просто даже вот на основании преданий и легенд делать однозначные выводы. Потому что вот уже инструмент у нас появился, и вот когда мы эту генетику исследуем, мы уже много опровергли эти мифы. Еще один вопрос. Вот Израиль, государство, было создано 2000 лет тому назад, говорят. Ну, это как бы история далекая, вообще Иерусалим, а оно постигало. Значит, Но до этого в процессе была государство Израиль? Ну, вообще, вот, значит, кроме 2000-летней давности. Я отвечу вам словами из британской энциклопедии. В британской энциклопедии написано, что современные евреи не имеют отношения к древнему Израилю. Если говорить о официальной науке, то по официальной версии науки было государство Израиль, было государство Иудея в древние времена. И вот, значит, евреев оттуда изгнали, их забрали в вавилонский плен, они язык свой забыли, там 3-й, 10-й и так далее. И вот сегодня, вернее, в 1948 году создали новое еврейское государство, иудейское, да? И вот есть книга «Спор о Сионе» Дугласа Рида. Вот он там пишет, как это говорит, так получается. Создали иудейское государство, а назвали его Израилем. Надо было назвать Иудеей. Если бы в древности была Иудея, и иудеи восстанавливают свое государство, они должны назвать его Иудеей, правильно? На самом деле здесь подлог. Вот, Израиль, это государство новое еврейское, назвали с тем, чтобы выдать его за вот, древнее государство израильское. Понятно. Правильно, вопрос еще один. От Касумов есть предложение. Еще один вопрос. Сегодня прервать Ага. ваши вопросы. Хорошо, ваше. Отложить на завтра. Хорошо. Продолжим. Только не завтра, Потому что ваше. обвинения тоже будет очень много, я так думаю. Только не завтра, мы завтра 3 процесса, и Ханкала тоже. Сегодня мы 3 часа дали свидетеля. Завтра Шалинский суд у меня ключи. Завтра на Журтовский суд, Он завтра сегодня Ханкала. отложил процесс, чтобы Я сюда. на завтра На принес. 15, на 10 часов тогда. 15 июля. Все, судебное заседание. Во сколько время? 10. Ибрагимов.